веки веков. Поздравляю вас всех с днем именин, потому что сегодня память всех святых, которых от века прославил Господь, и которых от века еще и прославит Господь. Не случайно Церковь установила День всех святых именно в этот день. Мы неделю назад праздновали сошествие Святого Духа на апостолов. И можно было бы сказать, что Бог пришел в мир зря. Ничего у него хорошего не получилось, ничего у него не вышло доброго. И если бы не святые, святые они оправдали Бога. Как говорит святой Иоанн Дамаскин, образ Отца Сын, образ Сына Дух Святой, а образ Святого Духа это святые, в которых Дух Святой отпечатывает себя, отпечатывает свою божественную славу, свою божественную личность, в которой Он являет свое могущество и красоту. И вот действительно, эта огненная река Святого Духа, которая излилась в день Пятидесятницы на апостолов, она продолжает течь по этому миру и делает из людей сверхлюдей. Но кто такие святые? Очень часто у нас представление какое-то такое складывается, что святые это обязательно люди, которые сидят там на сухарях, да, питаются там сушеной саранчой и сидят в глухой пустыне. Других святых не бывает. Вот, причем считается почему-то, по представлению очень многих людей, образ святости связан почему-то исключительно с гастрономическим рационом человека. Но на самом деле, конечно же, хотя пост и великолепная вещь, но не он делает человека святым. Есть святые, которые прославились в почтническом житии, да, то есть которые были святыми подвижниками, праведниками, молитвенниками за весь мир. Мы их знаем как преподобных. Есть святые, которые были императорами, которые, естественно, постились лишь установленными церковью постами. Есть святые, которые прославились еще до всяких постов, и никаких постов вообще в принципе не знали, как это было во времена Авраама, Исаака, Иакова, Ноя, как это было при святом Енохе, при Моисее Боговице, то есть древние святые. Но всех их объединяло что? Их объединяло то, что они превзошли свою человеческую природу. Они поднялись над своей божественной, над своей человеческой природой и стали богоподобными существами. Они стали сверхлюдьми силой Иисуса Христа. В какое бы время человек не получил спасение, в какое бы время он не получил оправдание, всегда человек получает это спасение и оправдание через Сына Божия Иисуса Христа, через которого только и мы и получаем вечную жизнь спасения. А достигается это спасение, вливается в нас силой Святого Духа, как это было раньше, так и сейчас происходит. Итак, кто такой святой? Святой это тот, человек, которого жизнь пропитана божественной жизнью. Тот, чьи беззакония покрыты и чьи грехи прощены. Некоторые думают, что святые безгрешны, поэтому иногда ошибочно начинают говорить, ну как же он там может быть святой, он там столько там грехов сделал. Но есть хорошие слова на самом деле, который говорил один знаменитый современный проповедник. Он говорил так: сколько бы я ни сделал грехов, все они покрыты были 2000 лет назад на Голгофском кресте. Сколько бы человек ни сделал беззаконий, или если он раскается в своих беззакониях, если он попросит пощаду Бога милосердного, то все грехи его будут прощены и беззакония покрыты заслугой крови Христа Спасителя. И вот святые это не те, кто своими заслугами заработали себе спасение. Потому что заслугами невозможно себе заработать спасение. Это прямо говорит Писание, и сегодня мы это слышали, да, ведь во время Штабсалми: «Яко не оправдится пред тобой всяк живый». То есть пред тобой не оправдается своими усилиями никто из живущих. Но все люди, которые достигают до сих пор святости, то есть богоподобия, достигали и достигают его лишь в силу крови Христовой, веры во Христа, надежды на Христа, упованием на Христа, тем, что люди, полностью положившиеся на Сына Божия, они преображаются, очищаются, освящаются и становятся сверхлюдьми заслугами Господа. Как сказано хорошо в Апокалипсисе, они очистили ризы своей крови Агнца Божия. То есть святые это те, кто омылся кровью Христовой и потому из него черпает силу к творению добрых дел. Таким образом мы видим, что путь к святости, он не только для нас открыт, но является нашей прямейшей задачей. Если мы с вами христиане, если мы дали с вами обещание Христу,
исполнять Его святую волю, если мы дали с вами обет быть верным Ему, как Царю и Богу, и отречься от сатаны, от всех злых дел Его, как мы давали это при крещении, то, конечно же, наш прямой путь и наша прямая обязанность самими стать святыми. Нет ничего более далекого от истинного христианства, как попытка принизить планку для человека. Вот знаете, как люди говорят часто, мы люди маленькие, мы люди глупенькие, куда уж нам святыми становиться, да? Вот это дьявольское смирение, которое ненавистно Христу Спасителю. Не для того Господь умирал на кресте, чтобы мы были просто маленькими какими-то обывателями, которым просто, прожить обычной жизнью и все. Не для этого Господь умирал на кресте, не для этого Дух Святой сходил на апостолов, понимаете? Не для этого Бог Отец нас создал, чтобы мы с вами были просто маленькими людьми. Бог создал нас для своего величия. И каждому из нас в крещении, миропомазании и причастии дана полнота сил, способностей и знаний для того, чтобы достигнуть святости. Наша задача этого достигать. Если мы эту задачу перед собой не ставим, естественно, мы ее не получаем, эту задачу, так? Вот поэтому всякие попытки принизить, снизить планку, которая нам поставлена Богом, она Богу не угодна. Есть прямая заповедь Бога. Будьте святы, ибо свят я, Господь Бог ваш. И так вот, Господь повелевает нам быть святыми. И наша задача подниматься. Подниматься к святости. Поднимать к святости сначала разум, который должен начать мыслить по-божьему, а не по-своему. Затем покорить разуму нашу мятежную, буйную волю, которая хочет поступать по-своему, вне зависимости от разума. Затем покорить разуму чувства, которые у нас тоже не под контролем находятся. Покорить тело духу и покорить самого себя, всю жизнь свою отдать Христу. Как и говорит нам церковь каждый раз, да, помните, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. То есть себя самих отдадим, и всю свою жизнь отдадим Христу Спасителю Богу. Вот в этом наша задача. И именно поэтому сегодня церковь установила День всех святых, чтобы напомнить нам об этой нашей задаче. Если мы об ней забудем, грош нам цена, базарный день. Понимаете, да? Не для того нам дал Господь Евангелие дал, не для того нам Господь давал прощение, чтобы мы получили прощение и жили дальше, как свинюшка, да, в своем болоте. Вот, встали и пошли, Господь повелевает, чтобы мы сами достигли святости и стремились к большему. Господь не одобряет в Евангелии желаний меньшего. Нет ни одного слова в Священном Писании, где Господь говорит: хороши вы тем, что довольствуетесь мало в моих добродетелях. Так ведь? Ни одного такого намека даже нет. Мы знаем, впрочем, один случай, когда был человек, который удовольствовался тем, что ему подарили. Ему дали на пользование. Помните, был такой человек, которому выдали талант. Он его взял и закопал в землю, чтобы не потерять там, да? А то вдруг, чего доброго, что получится. Что ему было сказано? Злой раб, или лукавый, и ленивый. Я твоими словами буду судить тебя. Ты знал, что я человек жестокий, да, как ты мне говоришь. Жену, где не сел, собираю, где не разбрасывал. Почему ты не отдал мое серебро торжникам, что я получил свое с излишком? Видите, Господь не одобряет тех людей, которые хотят по-маленького, хотят поменьше всего, хотят немногого, понимаете? Господь требует от нас большего. Так и вы ставьте себе большую задачу, да, получите. Кто не ставит больших задач, не получает ничего. Знаете, давно известно, вот когда что бы ты ни был, ты не делал, ты проси больше, тогда хотя бы то, что тебе нужно, получится. Вот как мы храм строили, я сразу просил гектар с лишним. Нам сначала дали 0,9 гектара, потом 0,5 гектара срезали, в общем-то сколько нам и нужно было. Если просил бы 0,5 гектара, дали бы нам пару соток, сказали, стройте, что хотите. Вот. Точно так же в обычной жизни происходит, да? Так и в духовной жизни. Просите большего, просите как можно большего. Да, и Господь даст вам еще больше, чем вы думаете. Господь у нас не так, как наши земные правительственные инстанции. У него другие мерила, другой подход к людям. Ищите и найдете, стучите и откроет. Но не сказано, заметьте, не сказано стукните и откроет. Сказано стучите. Не сказано пройдите под ближайший фонарь, который светит, там вы все сразу найдете. Сказано ищите и найдете. Да, трудитесь. И не сказано сколько времени искать. Сказано искать до находки. Стучать до того времени, пока не откроет. Понятно? Господь ограничений по времени ни себе, ни нам не давал. Понятно? Вот, и поэтому наша задача, прямая совершенно задача, ни в коем случае не зацикливаясь на самих себе,
стремиться к высшему, к почести горнего звания о Христе Иисусе Господе нашим. И да поможет нам Бог, чтобы этот день стал днем не только наших именин, но и днем нашей памяти. Чтобы мы тоже вошли в ту славную когорту святых, которые собирает себе Бог. Вот, говорят, на Афоне есть удивительная икона, огромная икона в одном из монастырей, где икона всех святых. И говорят, после прославления там находят лики тех святых, которые прославили. Хотя икона написана чуть ли не 700 лет тому назад. Очень хотелось бы, чтобы наши лики там тоже были найдены. Вот, да поможет нам в этом Господь Всемогущий, силой Святого Духа. Храни Господь